моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Походу ты тут и там, с легкими, как у кита, спускаешь свой капитал, за дымом идя по пятам. Не организма плита, как трубку капитан. Видимо куришь, но мне не табак никак, как коптит, как танк. Так, принес, значит, планчик во двор. Это как пить дать, а этот мячик мальчик не твой. По тебе видно, ты же баскетболистом быть, ну не можешь вообще. Сидишь, небось, косипор, до сих пор с косяком у мамы на шее. У мамы как в шее, это игра не для малышей. Ты же не шаг и не батишей. Тут тебе делать нечего, просто с ростом таким. Ты возьми мяч и до кольца, пацан, попробуй докинь. Всем здравствуйте, друзья! Сегодня замечательное мероприятие у нас проходит на стадионе «Юность». Был финиш, на площади Ленина был старт. Сегодня день бега и ходьбы. Это прекрасное мероприятие. Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше. Вообще, может быть, каждый день делать день бега и ходьбы с утра на площади Ленина и потом по кабинетам расходимся на работу. Было бы прекрасно. Ну и серьезно, друзья, конечно, у нас сейчас и политика нашего президента, и России, и республики направлена на здоровый образ жизни, поэтому очень приятно видеть здесь и молодых, и совсем школьников, и студентов, и более взрослое поколение. То есть здоровый образ жизни проникает в массы, и это не может не радовать, это здорово. Занимайтесь спортом, потому что это поможет вам в будущем. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, что вы здесь делаете? Ну, здесь происходит вот финал, так сказать, декады оздоровительной бега и ходьбы, и мы тут выступали, показывали упражнения УШУ,
И нас попросили, чтобы мы выступили. Ну, скажем так, мы, как с начала этих вот декад, да, как начались они несколько лет назад, так мы каждую весну и осень, когда кросс, да, выступаем перед народом, которые прибежали, для того, чтобы они восстановили свои силы после пробежки. Все прошло замечательно, да, мастер-классы провели у нас студенты с ЛФУ, девочки показали шикарный мастер-класс фитнеса, да, где не всегда бывает доступно прийти в спорткомплексы и принять в этом участие и позаниматься, а здесь действительно настолько доступно, всем было показано. Также Василий Миронович Самсонов нам показал шикарный мастер-класс по ушу, они чемпионы мира, поэтому действительно было просто удивительное мероприятие, да, замечательное мероприятие, видите, что сейчас дети отдыхают, общаются между собой, получили все удовольствие. До сих пор музыка, сами знаете, что движение, а ходьба — это настолько доступный вид спорта, что все получили от этого удовольствие. И сегодняшний солнечный день этому подтверждение. Самое главное, сегодня мы говорим нашему населению, нашей молодежи, что действительно жизнь показывает, что здоровый образ жизни, без вредных привычек, оно тесно взаимосвязано со счастьем, с успехом, с конкурентоспособностью. Популярным становится скандинавская ходьба, которая в развитых странах мира, кстати, очень серьезно развивается. В нашей республике сейчас уже порядка 1000 человек по нашим приблизительным подсчетам. Ну, я думаю, что вообще ходьба в целом это имеет большую перспективу. Действительно, перед тем, как бегать, надо обязательно ходить. Slipping sideways, silver stars collide and fade away just like our love that died. And there is nowhere in this universe to hide from you tonight. I've wrestled with angels all my life. It's always the halos and the wings that keep you blind. And if I'd fall with all the strength I held inside, I wouldn't be out here alone tonight. I wouldn't be standing alone tonight. I wouldn't be standing alone tonight. Так, ну, мы только недавно открылись, и в дальнейшем мы планируем поддерживать все такие экстремальные виды спорта, в том числе мотокросс, скейтбординг, BMX, сноуборд, даунхилл. Вот. Я бы сказал, очень замечательно. Очень серьезная подготовка у всех. Все пытаются показать лучшее, показать хорошие стороны свои, как они ездят, технично ездят. Все это развивается, и это очень меня радует. Сегодня прошел чемпионат удался. Спортсмены счастливы. Сейчас уставшие собираются и уезжают домой. Долго трассу прокладывали здесь? На эту трассу мы подготавливали, ну, буквально 3-й раз сюда приехали. То есть здесь мы уже много раз были, но чисто, чтобы трассу провести, мы здесь 3-й раз. То есть не крутая, она пологая, но для этих соревнований это, ну, почти то, что надо. Для меня было просто открытием, что парень на юниорах очень сильно проехали трассу. Отдельное спасибо Константину Семеновичу Бурцеву за предоставленные призы и грамоты, а также всем спонсорам, которые поддерживают нас. Велоспорт, мой спорт!
Сегодня, 27 мая, в автодроме по Величскому тракту состоялся первый этап по дрифту в городе Якутске за 2012 год. Ну, еще раз повторюсь, это был первый этап. В этом году у нас введена бальная система оценки. То есть в конце года, в конце сезона, это где-то в августе-сентябре будет чемпионат. И вот там вот войдут те пилоты, которые вот за несколько этапов, ну, планируется где-то штук 5, наверное, этапов будет. И вот первое место, допустим, 20 баллов, второе 16 баллов, так по разделению, ну, по 14 баллов разница. Вот максимальное количество набирает человек, и вот топ-8 составится. 8 пилотов, которые за год, ну, за сезон набрали наибольшее количество, они попадают в эту восьмерку, и среди них будет разыгрываться вот, звание чемпиона 2012. Благотворительная лотерея «Дети Азии». Призы: 3 квартиры в Якутске, 12 автомобилей УАЗ, 12 тракторов Синтай и 120 спортивных товаров. Билеты в кассах театра оперы и балета, кинотеатров «Лена» и «Центральный», в торговых центрах «Айсберг», ЦУМ, на крестьянском рынке, у общественных распространителей. Стоимость билета 100 рублей. Информация по телефону 32 58 74.